Кто летел на этом рейсе? Когда вылетели в Египет? Моя семья 31 октября. Получается, в день трагедии. Да, утром получается. И удалось отдохнуть 10 дней. Да. Были в Шарм-эль-Шейхе? Да. Очень переживали за своих близких. Когда узнала об этой трагедии, да. Информация о прибытии вашего багажа будет сообщена дополнительно по указанным вами телефонам. Но я вижу. Привет, Андрюха. Это у Димы? Тима зовут. Тима. Привет, Димочка. Ну, как отдыхали? Боялись лететь? Ну, был некий страх, но там двойной, тройной усиленный контроль, и все нормально. Персонал, и все супер. И на границе, и наши сотрудники постарались, поэтому нет. Все хорошо, слава богу, аплодисменты раздавались, овации, и экипаж вообще супер сработал. Как вообще Египет отнесся вот к запрету, что нельзя? Ну, они переживают по поводу того, что все, русских не будет, они все пакуют чемоданы, собственно, и едут в другие страны покорять. Можно пару вопросов? Как отдохнули вообще в целом? Ой, в целом хорошо. А вот там безопасно в Шарм-эль-Шейхе, нет? В самом Шарм-эль-Шейхе, да. А в аэропорту какая обстановка, атмосфера? Очень тяжело находиться, потому что очень много людей, очень много проверок. В общем, мы устали, хотим отдыхать. В самолете какая атмосфера царила? Спокойно. Дедушка. Загорелась. Уже испещалась, конечно, испещалась. Дома? Да. Дома? Пристальные Внимание, да. Ну, знаете, в соответствии с решением правительственной комиссии на МЧС России возложены функции по встрече отдыхающих, прибывающих с Республики Египет. Ну, в настоящее время мы в аэропорту Сыктывкар приняли первый борт, который прибыл в Шарм-эль-Шейха. Вы, наверное, обратили внимание, что проблемных вопросов нет. Вся информационная работа с прибывающими организована. Все вопросы по дальнейшей транспортировке груза и доставке его в адресаты решены. Ну, проблемных вопросов нет. Самое главное, мы видим на прибывающих улыбку. Люди полностью отдохнули тот срок, на который они брали свои туры. Поэтому проблемные вопросы все решены у нас. А сколько человек прибыли сегодня и сколько еще? 194 человека прибыло, из них 32 ребенка. А кто из Сыктывкара, там есть процентное соотношение Сыктывкарцев, кто еще дальше полетит? Практически у нас 80% это сыктывкарцы, остальные это жители республики. Есть несколько семей, которые вылетели на отдых из регистрации в Ярославской области и Кировской области. Пришлось ли кого-то досрочно возвращать? Нет, у нас здесь все, те, которые полностью провели до последнего дня, до последнего часа запланированный отдых. Багаж будет вылетать вслед за пассажирами и доставляться через московские аэропорты. После проведения досмотровых мероприятий он организованно будет направляться в аэропорт Сыктывкара согласно тех данных, которые пассажиры оставили вместе с багажом, сдавая его в Шарм-эль-Шейхе. Как затянется вот по срокам? Сложно пока сказать, я думаю, что ясность будет, наверное, завтра. И еще вот какую работу провели вот именно на уровне аэропорта, да? Да вы знаете, по большому счету, наверное, даже отчасти немножко легче, чем в обычные рейсы, потому что сегодня нет у нас проблемы с разгрузкой багажа. То есть мы в стандартном режиме приняли пассажиров, организовали их доставку в аэровокзал. Ну, вот вы сами видите, что люди, в общем-то, без обычной толчии, без обычных случаев, которые бывают при в нормальных штатных ситуациях. Поэтому сегодня даже отчасти проще. В случае каких-то проблемных ситуаций, вдруг багаж затерялся, там, не знаю, или перепутали что-то, вот куда обращаться людям, как вообще будет? Согласно общих правил, то есть через службу розыска багажа, которая существует и в аэропорту Сыктывкар в том числе.